والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Следующий хадис в этой книге, хадис от Муаза ибн Джабаля, ради Аллаху та'аля, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ма амиля ибн Адам амалан анджа лаху мин азаби Аллахи мин зикриллах». Итак, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не совершает человек какого-то деяния, которое бы также могло спасти его от наказания Аллаха, как поминание Аллаха. Не совершает человек такого деяния, которое также могло спасти его от наказания Аллаха, как поминание Аллаха. Этот хадис, который передал Ибн Аби Шейба, Табарани, с хорошим иснадом, Шейх Альбани подтвердил достоверность этого хадиса. Следующий хадис мы сейчас сразу с вами прочтем эти три хадиса, а потом разберем их вместе, иншаллаху та'аля. Следующий хадис сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ма джаласа каумун маджлисан язкурун Аллаха фи, илля хаффатхумул малаика, ва гашиятхумур рахма, ва закарахумул Аллаху фи ман инда». Пророк алейхиссалату вассалям говорит: какие бы люди ни сели где-нибудь для поминания Аллаха, в этом месте обязательно будут окружать их ангелы, и покроет их милость, и помянет их Аллах среди тех, кто у Него. Среди тех, кто у Него. Итак, еще раз этот хадис. Если люди сядут где-нибудь, чтобы поминать Аллаха субхану ва та'аля, то обязательно окружат их ангелы и покроет их от Аллаха милость, и помянет их Аллах среди тех, кто у Него. Этот хадис, который передал имам Муслим. Дальше сказано от Него же. От кого от Него же? От Абу Хурейры этот хадис. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ма ка'ада каумун мак'ада лям язкуру Аллаха фихи, ва лям юсаллу аля набии, илля кана алейхим хасратан йомаль кияма». Если люди, когда бы люди не сели где-нибудь, и при этом они в этом собрании не помянули имени Аллаха субхану ва та'аля, не помянули Аллаха, и не попросили благословения для пророка, илля кана алейхим хасра, это собрание будет обязательно для них сожалением, обернется сожалением в судный день. Итак, еще раз, если люди сядут где-нибудь и при этом не помянут Аллаха субхану ва та'аля в своем собрании, и не попросят благословения для пророка, обязательно это собрание станет для них в судный день, обернется сожалением. Хадис, который передал Тирмизи, сказал, что хадис хороший, Шейх Альбани также подтвердил достоверность этого хадиса. Итак, первый из хадисов, который мы прочли с вами, это был хадис от кого? От Муаза ибн Джабаля, ради Аллаху та'аля. Этот хадис указывает на что? Что одно из самых спасительных деяний, более того, самое спасительное деяние для человека, для раба Аллаха субхану ва та'аля, спасающее его от наказания Аллаха субхану ва та'аля, это поминание Всевышнего, зикруллах. Это на самом деле великая защита, совершенная защита. Это крепость, в которой укроется раб Аллаха от наказания в этом мире, от наказания в судный день. Если человек постоянно поминает Аллаха субхану ва та'аля, это обеспечивает ему безопасность, обезопасивает его от кары Всевышнего, от гнева Всевышнего, от мести Всевышнего. Что касается следующего хадиса, это хадис от кого? От Абу Хурейры. Этот хадис указывает на что? Хадис указывает нам на достоинство собраний, где поминается Аллах субхану ва та'аля. Собраний зикра. Сюда же к собраниям зикра относится что? Собрания, где люди собираются для изучения религии Аллаха субхану ва та'аля, для изучения книги Его, хадисов Его пророка, для изучения установления Аллаха субхану ва та'аля, связанных с убеждениями и связанных что? С практическими законоположениями. Это тоже кружки зикра. Эти кружки зикра, где поминается Аллах субхану ва та'аля, где изучается Его религия, достаточным достоинством их является то, что окружают ангелы. Ангелы собираются и окружают такие кружки.
присутствуют в таких кружках, в таких собраниях. Почему они присутствуют там? Будучи довольными этими людьми, любя этих людей. Для того, чтобы потом сообщить об этом, что они присутствовали в таком кружке, где поминался Аллах Субхану ва Тааля, сообщить об этом своему Господу. Аллах и так знает об этом. Но Аллах по своей мудрости сделал так, что ангелы говорят и сообщают об этом Всевышнему Аллаху, свидетельствуют об этом перед Всевышним Аллахом. Достаточным достоинством этих кружков является то, что не сходит милость от Аллаха Субхану ва Тааля и сакина, спокойствие от Всевышнего Аллаха, не сходит на эти кружки, умиротворение. Достаточным достоинством является то, что Аллах поминает этих людей среди высшего сонма ангелов. Аллах гордится этими людьми среди ангелов, перед ангелами, гордится этими людьми. Аллах Субхану ва Тааля свидетельствует перед ангелами, что Он прощает этих людей, что Он ответит на их мольбу и даст им свое довольство, даст им то, что любимо им, то, что желанно им, что Он спасет их от того, чего они опасаются. Что касается следующего хадиса, то это хадис от кого? От Абу Хурейры также. Этот хадис указывает на то сожаление, которое испытают люди, которые вот так вот собираются вместе, и при этом в собраниях своих не поминают Аллаха Субхану ва Тааля. И при этом они не вспоминают про посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не просят для него благословения Всевышнего Аллаха. Эти собрания, где в сердцах людей и на языках людей нет поминания Аллаха, эти собрания поистине убыток, поистине ущерб для людей. И непременно сказано, такие люди в судный день пожалеют об этом. Достаточно того, что лишатся они какой-то награды от Аллаха Субхану ва Тааля. Даже если они, предположим, в итоге, да, вошли в рай, но все равно они лишатся какой-то благости, милости, какой-то степени от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть непременно собрались где-то люди, не помянули Аллаха Субхану ва Тааля в сердцах, на языках. Это будет для них сожалением и раскаянием. Они будут раскаиваться, что они не получили никакой пользы от вот этого собрания. Это если, братья, еще собрание было дозволенным. То есть и разговоры там были дозволенными, там не было гиба, злословия, не было каких-то оскорблений в адрес кого-то из верующих, какой-то брани или какого-то конфликта и скандала между ними. Это речь идет о каком собрании еще? Собрании дозволенном, когда там не было вот этих всех запрещенных вещей. В таком случае, не помянув Аллаха Субхану ва Тааля, они потом что испытают? Сожаление. А что тогда говорить о кружках, о собраниях, где люди собираются, чтобы злословить? Еще хуже, если это злословие об уляма, об ученых. Собираются, чтобы ругать кого-то, для конфликта. То есть, когда цель этого собрания запрещенная, тогда это вообще трагедия. Тогда это катастрофа вообще. Дальше эти хадисы, братья, указывают нам на то, что поминание Аллаха Субхану ва Тааля – это из причин спасения от наказания Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше хадис первый указывает нам на что? Сказано, что? Не совершает человек такого деяния, которое... Да, не совершает человек такого деяния. То есть указывается на что человек, у него есть амаль, у него есть деяние. Человек сам совершает деяние. Это важный вывод, касающийся акиды Ахлю сунна валь джамаа. Человек не принужден к своим деяниям. Вот на что указывает этот хадис. Человек не принужден к своим деяниям. Он сам делает свои деяния посредством той силы, которая дана ему Аллах Субхану ва Тааля, и той воли, которая дала ему Аллах Субхану ва Тааля. Но при этом, конечно, единственным Творцом является Аллах, и в мироздании происходит все только по воле Аллаха Субхану ва Тааля. То есть воля людей, что, как и воля джиннов, она находится под волей Аллаха Субхану ва Тааля. У них есть свобода выбора, у них есть своя воля, хорошо? Но эта воля осуществится и воплотится только если на то будет воля Аллаха Субхану ва Тааля. Это важный вывод, касающийся убеждений Ахлю сунна валь джамаа. И между этими вещами, то есть наличием у человека свободы воли и тем, что все мироздание сотворено Аллахом происходит по его воле, между этими вещами на самом деле что нет никакого противоречия. Дальше
хадис второй указывает нам на что? На то, что есть такие ангелы на земле, предназначение которых ходить по земле, странствовать по земле в поисках кружков поминания Аллаха Субхану ва Тааля, изучения религии Аллаха Субхану ва Тааля. Они ходят по земле, чтобы слушать Коран, чтобы присутствовать в собраниях, где поминается Всевышний Аллах. Потом сообщать об этом, свидетельствовать об этом перед их Господом, хотя Аллах Субхану ва Тааля и так знает о своих творениях все. Ангелы приходят и окружают такие собрания, собрания блага. Они окружают кружки получения знания шариатского, религиозного. Они присутствуют в домах Аллаха Субхану ва Тааля, в мечетях. Этот хадис указывает нам на радость Аллаха Субхану ва Тааля, на атрибут радости у Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля радуется, когда творение Его собираются, чтобы помянуть Его, когда они поклоняются Ему, потому что поклонение Ему и поминание Его – это воплощение мудрости, мудрого смысла, из-за которого Аллах создал творение. Для чего Аллах создал вас? Иса, для чего Аллах создал? Я создал людей джиннов, чтобы они поклонялись мне. Только для того, чтобы они поклонялись мне. Итак, когда люди вспоминают Аллаха и поклоняются Ему, Аллах радуется, потому что воплощается, что цель создания. Цель создания. Не потому, что Аллах Субхану ва Тааля нуждается в рабах, Он радуется их поклонению, Он не нуждается в них. Но из-за совершенства своей мудрости, своей милости, своей благости Он радуется. Хадис последний указывает нам, помимо того, что указывает на достоинство зикра, поминания Аллаха Субхану ва Тааля, указывает также на достоинство такого деяния, как просьба благословения для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Если нет в собрании этого, поминания Аллаха и благословения, просьба благословения для пророка, алейхиссалату вассалям, это собрание, оно такое вредное собрание, обернется вредом, собрание злосчастное. И в этом хадисе, братья, есть побуждение к чему? К тому, чтобы не терять свое время. Вот это свободное время, то относительно чего обманывается большинство людей. Свободное время утекает, как вода. В этом хадисе побуждение к тому, что не терять время попусту на вещи, которые не приносят пользы. То есть всякая секунда, которая проходит, любое дыхание твое, нужно использовать его для вещей, которые принесут тебе пользу. Для вещей, которые будут радовать тебя потом в судный день. И из самых полезных вещей на самом деле, которым ты можешь посвятить свое время, это что? Поминание Аллаха Субхану ва Тааля, изучение Его религии. Поэтому не пренебрегайте кружками поминания Аллаха Субхану ва Тааля, кружками изучения Его религии. Поистине это самое лучшее времяпровождение, использование времени, которое предоставил тебе Аллах Субхану ва Тааля. Этого времени на самом деле что? Немного. Это что касается вот этих вот 3 хадисов.